Так, ну что, залезть в траву надо попробовать. Ну, хо-хо-хо, дырка на дырке. Так, это надо будет потом чинить сетку. Сильно на куст не надо. Куда я кидаю, летом здесь луг. Ой, тут уже кусты пошли. Ну и ладно, что нам далеко кидать? Ну, значит и кончаем. Так, конец обязательно завязать. А то на этом озере медведи любят плавать и сетку за собой нести, а потом из леса выносить. Пускай лучше порвется и останется, где стояла. Во, ну, немножко на кусты. Ну и ладно, летом здесь луг. Надеюсь, сильно на кусты не закинул. Нафиг, еще вон там на болоте поставлю. На залитом водой болоте. Надеюсь, корягами не прогадаю. Серьезно. В свое время не приходило в голову, что летом придется в такую воду ловить. Короче, выехал я на открытое место, водянистое. Обычно тут летом болото откровенное. Где потверже, где, вообще хреново ходить. Опасно просто-напросто. Сейчас одна вода. 2 метра высотой. Никогда в голову не приходило здесь смотреть, где кусты, где не кусты. Поэтому примерно попробую кинуть. Тут местами дырки, то бишь ямы, скорее всего, встречаются. Ну, посмотрим. Ну, Господи, благослови, как говорят. Становимся под ветер, чтобы нас ветер помогал. Сюда. Прибор. Потом я тебя найду. Надеюсь, вода будет падать. Ну, если редиска сорвешься, только летом тебя потом искать. Не таким летом, как сейчас. Или что сейчас, не лето еще? Ну, ветер гонит. Край берега кто-то плещется. Ну, практически правильно. Слово сказать, сетки все нестандартно поставил. При такой воде мы летом никогда не ловили. Все утопло. Я одну сетку поставил, бобриная плотина, и там он, когда плотину строил, там все съел и прямо в эту проталину поставил. Надеюсь, он там нырять не будет. Слушай, когда я там сети ставил, бабах! Дерево кто-то повалил. Я думал, бобер. Но что там, в лесу дерево-то свалилось. В лесу, что ли, валить начал, интересно. Ты не слышал? В общем, с тобой по рации поговорили. Я дальше хотел спать. Послушал, что, в общем, тоже треск, но такой, как будто кто-то идет сквозь кусты, да, сухие такие, и ломать там, в общем, это. По дороге. Да. Ну, думаю, какой-нибудь лось или мишка или ко мне переплыть, думаю, куда бежать буду. Ну, смотрел, никто не появился, но кто-то трещал на берегу, на островке. Да. Мишка, значит, ясно. Ты эту свою там фото поставил? Фотоловушку нет. Сейчас хочу сплавить, там в одном месте кто-то булькал. Я так и не понял, кто. Для бобра мелковат, но он постоянно там бульк. Думаю, где-нибудь там поставить. Может, и Мишка бы там прошел сюда. Что-то вопрос интересный. Ты куда его поставить, чтобы Мишка попался? А там прохода нету? Я насквозь проплыл. И там глубина 2 метра. По сути дела, ему что здесь, что там одинакие, везде плавать можно. Одинаково. Идея поставить фотоловушку на медведя понравилась. Один минус. Этот остров полкилометра в длину, не знаю, 250 метров в ширину.
Куда ставить? По сути дела, одноточечная у нас. Одна ловушка. Как тут определить, где он пробежит? Если было бы типа тропы, но он тут тропы не делает. Площадь небольшая, и когда смотрит, лось забежал сюда или не забежал, который тоже забегает, он по-быстрому везде тут прошвырнется и смоется. Куда поставить? Так, ну что, слезем здесь и здесь и поставим. Без шуток, не прокидываться. Ну, вот это да. Стоять. Так, фотоловушку взял. Смотрим. Тут ничего на следы похожего нету. В принципе, вот отличное место. Тут остров сужается. И просвет есть. Один минус. Легкий ветерок дует и все качается. Это будет много раз срабатывать. Это хреново. Ну, когда ветерок, в принципе, везде движение будет. Так, ну что, убираем бумагу, чтобы не разрезались батарейки. С бумаги ставлю. Охренеть. Да. Сюда не получилось. А по-плохому закрепишь, понюхать полезет и сорвет, и пропадет добро. Идем искать другое место. Первого, скорее всего, меня снимет. Мне в ту степь надо уходить. Ну что, в ту степь? В ту степь. Давай, лови. Ладно, едем в избушку. Идем. Сначала доедем, потом дойдем. Ну, привет, ловушка. Давай, книжку нам. Что-то типа медвежьей тропы тут есть. Есть. Ну, надеюсь, попадешься. Слушай давай. И слушайся. Так, ну ладно, мы поехали. Я, если честно сказать, что-то у меня сомнение, что много рыбы попадет, если вообще попадет. Ну, надо оптимистами быть. В смысле, ведро взять. Но мы вдвоем по ведру возьмем, потом что, жалко, что ли? А вдруг я не угадаю и там попадет. В каждой кармашке еще по пакетику сунул. О, Лучше одну рыбу в 2 ведрах нести, чем это 100 рыбы в одном ведре. посуду надо иметь, согласен. Она не тяжелая, эта посуда. Ладно, договорились. Ну, день сегодня хороший. Да. Весь чистый был. Что сказать, я вообще думал, весной-то рыбу вообще не попадет. 3 штуки попало, ты чё? 3 раза больше, чем я думал. Поэтому Бог не знает, вдруг попадет. 3 штуки, говорю, да, они все, ну, 2 штуки авторитетные попались. Авторитетные. Это сорожка там какая-то задрипанная подсунулась к ним. Не говори, несчастных 200 грамм. Там щука килограмм, полкило окунь нормальный. Да. 3 штуки поймали, а потом бобры нам осину туда свалили, да? Да. По-моему, за день цветов лютиковой породы прибавилось. Желтизны на болоте стало больше. Как-то странно сетка. Туда выгнулась, туда течение бить стало. А сюда наверняка заворот. Ну да нет, и сюда нет, чё ж. Бывает. Вчера за водой ходил. Тут вода была. Она даже высохла. Вчера вечером поставил паз. 25 сантиметров упало. За сутки. С вечера до вечера. Капитально.
Ху-ху. Ху-ху-ху. О. Ну от ила. Куда избавиться? Давай. Ну да. Ну ладно. Черпаем, по сути дела, там же. Так, тут течение. Поэтому здесь и черпаем. Ну, черпайся. О. Чтоб по дороге мусор не сыпался. Уже уходить начал, блин. Рябчик близко слетел. Захотел новыми листочками березы. Они малюсенькие листочки. Меньше в полкопейки, если не меньше. Но против солнца и не увидел, куда он улетел. Пускай наслаждается жизнью. Нам воду надо отнести. Наша лодка «Ветеран» перевернул вчера, увидел дырку. Что-то такое серьезное попало. И кусок вырвало. Из-за этого и заливает капитально. Ну, ладно. Попробуем подремонтировать. Решили холодной сваркой попробовать закрыть. Но для этого сначала отодрать надо краску и все остальное. Работаем. Так, ладно. А я схожу на речку. Опыт жизни подсказывает, что в полуводье надо за лодками следить, которые на реке там. Опять кругаля. Ну, да ладно. Что сделаешь? Так, ну что, лодка с дыркой. Кругаля ходить далековато. Попробую напрямик. Опять кусты. Ну что сделаешь? Ну, ладно. Ждите. Ух ты, течение. И странно сетка на течении. Палку я забыл. Поэтому используем подручный материал. Рядом растущие кусты. Ой-ой. Ой-ой-ой. И шест. Хе-хе-хе. Лучше, конечно, держаться двумя руками сразу. Двумя точками. Одна точка опоры маловато. Во, то ли дело. Нормально. Ну, а тут уже полегче. Глубокого ила нету. Ну, лодочка, надеюсь, ты нас удивлять не будешь. А? Как классно лодка выглядит, когда все нормально. Так, ну, вода падает, и я немножко обсох. Так, это что, цепь немножко ослабить? А вот этот интересный след. Нифига себе ударчик. Это когда, наверное, корневище свалилось, все стукнуло. И левую сторону лодки на дно потянуло. Ну, из корневищ куда выберешься? Бывает. 12 часов ночи. Лето. У нас откровенно белые ночи начинаются. Там где-то заря, она потом перерастет дальше в зарю и посветлеет все резко. Небо светлое, а в лесу, в принципе, все видно. Можно спокойно ходить по лесу. Светло. Хорошо видно все.